Тема дня. Это радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас теперь можно слушать круглосуточно. Наша программа на территории практически всего Крыма на средних волнах на частоте 648 АМ. На средних волнах 648 АМ включайте 24 часа в сутки, мы с вами. Также на территории Северного Крыма мы продолжаем вещание в FM-диапазоне на частоте 105,9 FM. Ну и, конечно же, можете смотреть прямые трансляции наших программ, которые выходят в прямом эфире 3 раза в день с понедельника по пятницу в 9 часов, в 14 часов и в 19 часов по крымскому времени. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? 14 декабря 2009 года пророссийская общественная организация Крыма объявили в Симферополе о создании всекрымского общественно-политического движения «Русское единство», которое объединило пророссийские политические силы полуострова. А 19 декабря в Симферополе состоялся первый так называемый всекрымский сход граждан, который организовало это «Русское единство». И, в общем, тогда собрались на этом сходе граждане, которые поддержали идею объединения русских организаций Крыма в единое движение. С августа 2010 года появилась партия, которая стала именоваться «Русское единство», и возглавил ее Сергей Аксенов, нынешний глава аннексированного Крыма. Тогда, в 2010 году, на осенних выборах в Верховный Совет Крыма эта партия набрала 4% голосов, заняла 5-е место и получила всего лишь 3 мандата из 100. В частности, депутатами Верховного Совета Автономной Республики Крым тогда стали Сергей Аксенов, председатель русской общины Крыма Сергей Цыков и Сергей Шувайников. Были также, значит, у них некоторые депутаты в некоторых городских, районных и поселковых советов. Наверное, таким достижением этой партии стоило считать также то, что в Бахчисарае стал кандидатом от Русского единства, он стал мэром этого города Константин Рубаненко. И с самого начала своего существования эта партия «Русское единство», она, значит, открыто выступала как именно такая русская партия, которая выступала против, можно сказать, да, против украинизации полуострова или против вообще нахождения Крыма в составе Украины. И в 2014 году Сергей Аксенов был назначен, уже после начала российской оккупации полуострова, был назначен главой крымского правительства. Сейчас он уже с 2019 года, он уже не возглавляет крымское правительство, но остается под контролем России главой Крыма. Как же так получилось, что такая небольшая организация, которая смогла получить всего лишь 4% голосов, вдруг стала такой влиятельной? Ну, во всяком случае, ее члены все остались при должностях, причем кто-то даже пошел на повышение. В интервью телеканалу Крым-24 Сергей Цыков, ныне это сенатор российского парламента, Верхней палаты российского парламента из аннексированного Крыма, он рассказал вообще, чем вообще так запомнилась деятельность этой организации «Русское единство» и чем эта организация занимается сейчас. Кстати, сам Сергей Цыков, хотя и является сейчас сенатором России из аннексированного Крыма, он является также и сопредседателем движения «Русское единство». Давайте послушаем Сергея Цыкова. Конечно, когда мы создавали движение, в начале движения, потом партию, в 2009 году мы ставили перед собой задачи защиты русского языка, русской культуры, укрепление всесторонних связей с Россией. А где-то в глубине мы понимали, что, конечно же, надо стремиться к тому, чтобы Крым был вместе с Россией раз и навсегда. Но то, что через 4 года, фактически через 5 лет нам удастся реализовать то, о чем мы предполагали в 2009 году, мы, скажем так, откровенно говоря, в момент создания не очень думали. Но вопрос защиты русского языка, вопрос сохранения и развития русской культуры, вопрос диалога с представителями других национальных общин Крыма, вопросы защиты прав российских соотечественников, которые проживают за пределами России, они на повестке дня. Кроме всего прочего, мы всегда были патриотической организацией, вопросы патриотические, вопросы патриотического воспитания, они очень важны сегодня. И мы, я имею в виду «Русское единство» как общественно-политическую организацию, и русская община Крыма, как тоже общественная политическая организация, мы фактически одно целое, мы продолжаем этим заниматься и сегодня.
То есть вот Сергей Цеков говорит, рассказывает нам про патриотизм. Гражданин Украины, который, способствовал тому, что часть территории Украины перешла под контроль другого государства, рассказывает вам про патриотизм. Тут еще стоит напомнить, что 30 апреля 2014 года решением окружного административного суда Киева деятельность партии «Русское единство» была запрещена в Украине, и в связи с чем партия должна была самораспуститься. 4 сентября 2014 года Киевский апелляционный окружной административный суд отклонил апелляцию партии «Русское единство» и оставил в силе решение суда первой инстанции о запрете ее деятельности. То есть де-факто как бы партии «Русское единство» нет. Но есть в Крыму осталась межрегиональная общественная организация «Русское единство», и возглавляет его Елена Аксенова. По странному стечению обстоятельств супруга Сергея Аксенова. Ну вот обсудим вообще сегодня, да, какова была на самом деле роль организации «Русское единство» и партии «Русское единство» в деле аннексии российской. Не преувеличена ли эта роль, не преуменьшена, и вообще остается ли теперь, спустя уже 5 лет с момента начала аннексии, для этой организации какое-либо место в крымском политическом пространстве? Начнем наш сегодняшний вечер беседой с Александром Севастьяновым, кандидатом исторических наук. Александр, приветствую вас. Добрый вечер. Александр, ну вот хотелось бы услышать вашу оценку. Насколько действительно вот эта организация, а потом и партия «Русское единство», она пользовалась поддержкой крымчан до 2014 года? Ну, вы знаете, тут вопрос-то такой достаточно неоднозначный, да, потому что, в общем-то, эта партия была создана, и сначала движение, а потом партия была создана в результате конфликта, когда часть крымской элиты, скажем так, в силу непреодолимых разногласий внутри Крымской организации партии регионов раскололась. Да, в силу, опять-таки, связи этой элиты, части элиты с некими бизнесменами еще из 90-х годов. И вот эта часть, которая была связана с Сергеем Воронковым, собственно говоря, и выделилась сначала движение, а потом в партию «Русское единство». Однако, несмотря на достаточно затратные кампании, ресурсы, да, сказать, что это была очень популярная политическая сила, сложно, потому что, да, есть объективные данные про выборы, 4% в 2010 году, когда самостоятельно партия приняла участие в выборах, да. Вот. Однако, конечно, мы не можем не скидывать некоторые моменты насчет фальсификации. Может быть, они и были. Но все равно при этом говорить о том, что это очень передовая и лидирующая политическая сила до, в общем-то, с 2014 года сложно об этом говорить. 3 человека, 3 депутата в Верховном Совете, Верховной Раде Крыма. И, собственно говоря, такая, знаете, позиция помощника, младшего помощника партии региона. И не более того, хотя идея изначальная была именно объединение всех пророссийских политических сил в единый, скажем так, в единый некий список. Однако, по сути, в общем-то, эта идея потом превратилась в то, что это стало кампанией, группой политической поддержки бизнес-интересов господина Воронкова. Собственно говоря, вот отсюда и идет как бы история «Русского единства», его происхождение и все превратности, которые потом с ним случатся. То есть, собственно, в том числе и события 2014 года. А на ваш взгляд, то, что вот именно Сергей Аксенов, как глава этой «Русского единства», он был избран главой подконтрольного России крымского правительства тогда в феврале, начале марта 2014 года, это связано с тем, что сама по себе организация изначально задумывалась такая вот, которая поможет российской аннексии, или же это просто стечение обстоятельств? Во многом это стечение обстоятельств. Я не думаю, что при создании «Русского единства» была однозначной прицел на 2014 год. Скорее всего, это было как бы действие по обстоятельствам. Да, то есть такая организация все равно была крайне выгодна Москве, она должна была проводить определенную линию, особенно на фоне евроинтеграционных устремлений Януковича и его правительства, да, вот, и обрабатывать электорат, информационное поле электорат. Прямой связи с 2014 годом я не вижу, но я могу сказать, что, в общем-то, почему Сергей Аксенов, потому что он сохранил верность господину Воронкову.
То есть и в том, когда необходимо было заполнить вот эту вакансию, кто возьмет на себя ответственность, доверить смогли только Аксенову. Потому что, с одной стороны, он доказал свою верность, скажем так, людям из бизнес-структур, да, а с другой стороны, он абсолютно подконтрольный. То есть его всегда можно, скажем так, как выдвинуть, так и задвинуть. А на сегодняшний момент, по вашей оценке вообще, насколько он является самостоятельной фигурой, а насколько подконтрольной? Ну, он, конечно же, является неотъемлемой частью нынешней российской политической властной системы. Он абсолютно подконтролен администрации президента. Он абсолютно, скажем так, не может... Но официально, вы имеете в виду официально подконтрольный, да? Я имею в виду о том, что может ли кто-то управлять господином этим Аксеновым, помимо вот этой российской вертикали власти? Нет, ну, безусловно, соотношение с Воронковым и его роль в крымской политике, она остается. И все остается по-прежнему. То есть, по большому счету, серый кардинал известен, он не изменился. Другое дело, что вот эта последняя информация о том, что господин Аксенов очень хочет попасть в орбиту влияния российских олигархов-ротенбергов, говорит о том, что, скорее всего, вся эта бизнес-группа крымская хочет попасть в эту орбиту. Да? Но Аксенов не тот человек, который будет очень сильно рисковать тем, что у него сейчас есть. То есть он не будет делать резких движений и выходить с кем-то в противостояние. Понятно. Спасибо вам. Александр Севастьянов, кандидат исторических наук, крымский историк, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомним, о чем сегодня мы говорим. 10 лет исполнилось с момента создания такого движение как «Русское единство». И именно глава вот этой организации, он стал в 2014 году, он был назначен главой крымского правительства в самом начале российской оккупации украинского полуострова Крым. Насколько эта организация изначально создавалась, может быть, для такой цели, для содействия захвата украинской территории, или же это было просто стечение обстоятельств, мы пробуем сегодня разобраться. С нами на связи Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым и народный депутат Украины нескольких созывов. Андрей Валерьевич, приветствую вас. Андрей Валерьевич, добрый вечер. Я слышал то, о чем вы сказали, и сразу хочу в ответ кое-что сказать. Дело в том, что никаких случайностей не было, потому что в тот период, когда, собственно говоря, создавалось это «Русское единство», в Кремле было две концепции, каким образом не давать Украине нормально жить и развиваться, так сказать. И они пытались для этого использовать возможности, заложенные в законе о политических партиях, в котором, к сожалению, отсутствовали определенные предохранители. И именно тогда, было две идеи. Одна, то, что будет такая одна партия на всю Украину под названием «Родина», центром в Одессе и во главе с небезызвестным господином Марковым. А вторая идея была о том, что на всю материковую часть Украины должно распространяться влияние партии «Родина», а в Крыму это будет отдельный такой локальный проект «Русское единство». И в конце концов победила именно такая версия, потому что они, по всей видимости, рассматривали как первую цель для дестабилизации Украины это Крым, и захват Крыма рассматривался уже тогда. Теперь в отношении... Андрей Ильич, вы имеете в виду еще 2010 год? Это 9-й, даже 10-й, то есть, там подготовка шла. Просто в тот период времени, я хорошо помню, никому неизвестный Аксенов вдруг стал медийной фигурой, стал постоянно, так сказать, посещать студии крымских телеканалов. Особенно частым гостем был на канале господина Куницына. Вот. И это просто означало, что у Аксенова появились финансовые ресурсы для этих целей. То есть, он явно, не будучи, так сказать, крупным криминальным авторитетом, скажем так, представителем второго эшелона, не имел каких-то серьезных ни ресурсов, ни политических амбиций для того, чтобы их за эти ресурсы реализовывать. И тут эти деньги появились. Это понятно, что это были внешнее финансирование. Вот. И он стал, так сказать, очень активен.
Теперь в отношении того, из каких кругов, собственно говоря, и вербовались вот эти будущие так называемые политические лидеры. Из абсолютно понятной для российских спецслужб прослойки криминалитета. То есть российские спецслужбы себя чувствуют совершенно комфортно в России, непосредственно сотрудничая с криминальными кругами. Даже тут такое неравноценное сотрудничество. Они, по сути, их опекают и культивируют в какой-то степени, как такие теневые отряды, позволяющие удерживать повиновение населения, которые можно использовать без страха и упрека в любых ситуациях. И, в общем-то, по накатанному сценарию оно пошло в Украине, поэтому нашелся Марков, такая, так сказать, одиозная личность, в общем-то, из криминальных кругов. И нашелся Аксенов по кличке Гоблин, тоже понятный для них человек, который имел в биографии массу всяких сложных эпизодов, за которые в случае чего его можно было, как угодно поворачивать, так сказать, надавив на эти чувствительные места. Надо, закрыли бы. Что, кстати говоря, в перспективе совершенно не исключено. Угу. Андрей Иванович, а скажите, вот то, что произошло тогда в 2014 году, на ваш взгляд, вот руководством Украины сделаны ли соответствующие выводы? Есть ли у Украины сейчас противоядие вот против деятельности таких организаций? Вот ваше мнение. Вы знаете, когда мы говорим руководство Украины, то надо уточнять, кого мы имеем в виду. Потому что одно дело, так сказать, был период недолгий после бегства Януковича, когда как таковой власти в стране не было. То есть были временные структуры, временные, так сказать, представители власти, которые, так сказать, вынуждены были хвататься за все, потому что оно все рассыпалось. Армии не было. Силовых структур не было, они были, так сказать, точнее, как они формально были, но были насыщены российской агентурой. И так далее, так сказать, абсолютное варье, так сказать, в исполнительной власти, парламент понятного качества. Потом следующий был этап, война, да, война, к сожалению, не всех отрезвила, некоторые посчитали, что война, она все спишет. Поэтому был вот этот достаточно мутный период Порошенковщины. Что сейчас? Мы понимаем, что новая власть, люди, которые пришли с немножко такими умозрительными представлениями о том, что такое власть, что такое государство, сейчас идет расслоение в этой среде на тех, кто способен учиться, воспринимать, впитывать, и они, в принципе, если они в этом процессе не остановятся, то там могут быть позитивные, так сказать, продолжения, какие-то перспективы, на, абсолютных идиотов, от которых нужно избавляться, при этом просто извиниться перед обществом за то, что их привели во власть. Это неизбежные вещи на таких переломах. С точки... Да, Андрей Иванович, с точки зрения... Есть третья составляющая, так сказать, барыжная, как была в любой период времени, может, сейчас ее там чуть меньше, чуть больше, это тут у каждого свои оценки. Но этих надо просто изолировать от общества, и для этого существует следствие, суды и криминальный кодекс. Мой вопрос был, наверное, даже связан скорее с тем, институционально готова ли сейчас Украина к таким вызовам? Реагировать, если что-то подобное произойдет на каких-то других территориях? Я бы сказал так, чуть лучше, чем весной 2014 года, чуть лучше. Потому что все-таки, служба безопасности уже, так сказать, более осмысленно действует и при том, что там тоже много чего нужно делать, там реформы проводить, но вместе с тем научились бороться, где-то почистили свои ряды от агентуры, поэтому чуть-чуть лучше. Скажем так, полиция как силовой компонент власти такая, достаточно реактивная, хотя, честно говоря, тут еще, так сказать, до серьезной квалификации во многих направлениях надо работать и работать. Поэтому, да, наверное, больше, чем в 2014 году, но не настолько, чтобы мы себя чувствовали уверенно. Потому что враг у нас опытный, очень коварный, и он не жалеет ресурсов для реализации своих целей.
Понятно. Спасибо вам. Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым и народный депутат Украины нескольких созывов, был на прямой телефонной связи. Я хочу напомнить, что все, кого упомянул Андрей Сенченко, в нашем эфире имеют право, конечно же, высказать свою точку зрения, представить эту ситуацию, как они видят ее сами. Далее будем говорить с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа и народным депутатом Украины, тоже нескольких созывов. Напомню, что сегодня мы говорим, темой для нашей сегодняшней программы стало десятилетие такого всекрымского общественно-политического движения «Русское единство», которое было потом партией «Русское единство», но эта партия была запрещена еще 30 апреля 2014 года решением окружного административного суда в Киеве. А 4 сентября того же года, 2014, Киевский апелляционный окружной административный суд отклонил апелляцию партии «Русское единство» и оставил в силе решение суда первой инстанции о запрете ее деятельности. То есть деятельность этой партии запрещена. Но, тем не менее, в Крыму эта партия, не партия теперь, просто как общественное движение, она продолжает существовать. И руководит Елена Аксенова, супруга Сергея Аксенова. Но мы немножко сегодня, конечно, говорим и про настоящее, и про прошлое, потому что необходимо, наверное, сделать какие-то выводы из существования таких организаций и насколько работа таких организаций была связана с российской оккупацией Крыма. Рифат Чубаров с нами на связи. Рифат Ага, здравствуйте. Добрый вечер. Вы были депутатом, в том числе и Верховной Рады Автономной Республики Крым, и вы лично знакомы с Сергеем Аксеновым. Вот по вашему мнению, по вашему, может быть, с вашей точки зрения, насколько Сергей Аксенов тогда, в 2010 году, он уже, вот, может быть, распространял эти идеи присоединения Крыма к России? Сергей Аксенов публично не выдвигал идеи отсоединения Крыма от Украины и присоединения к России. Он позиционировал себя, своих коллег по русскому единству как защитников прав русскоязычных в Крыму, но при этом категорически отвергал возможность территориальных претензий России к Украине, в том числе в части Крыма. Я могу ваших слушателей отослать к одному из последних таких видеосюжетов, который был сделан 26 февраля 2014 года после известного противостояния возле Верховной Рады Автономной Республики Крым. Мы тогда как бы разошлись с этой площади. Я пошел на эфир на АТР, а Аксенов пошел на ГТРК. И есть полная запись в Ютубе этого эфира, где он говорит о том, что они не выступают за отсоединение Крыма от Украины. Угу. Рифат Чубаров с нами на связи, глава Меджлиса крымско-татарского народа. И есть еще один, мне кажется, один очень важный вопрос. На ваш взгляд, вот это само по себе русское единство, оно создавалось самостоятельно Сергеем Аксеновым, или же это была такая инициатива, которая была инспирирована извне, со стороны России? Не, Москва всегда старалась, и не только в независимой Украине, но и на территории других постсоветских государств максимально объединить многочисленные и разрозненные пророссийские организации. В Украине было очень много и разноплановых таких пророссийских и политических партий, и общественных движений. Я думаю, что некоторые уже названия давно подзабыты, но, может быть, вы вспомните Русское движение Украины, За Русь единую, Русско-Украинский союз, Русский блок. И в какой-то части в Крыму удалось объединить ряд пророссийских организаций, и вы об этом рассказывали в начале вашей передачи, кажется, в 2010 году. Они объединили русское единство, но не всех. Ну, скажем, была и оставалась известная организация, которую возглавлял Сергей Шувайников, там, по-моему, Конгресс русского народа. Конгресс русских общин, Конгресс русских общин, или что такое, который, в свою очередь, избирал Русскую Думу Крыма. Сергей Шувайников всегда стремился, и он об этом подчеркивал, что они копируют объединение
крымских татар и их сплоченность, но, разумеется, им не удалось. Поэтому русское единство – это на определенном этапе формат, который удался России с точки зрения объединения пророссийских сил в Крыму. Спасибо вам. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали еще, значит, это вчерашние, слова, сказанные 19 декабря 2019 года. Это один из активистов русского единства, а ныне депутат Государственной Думы соседней России, то есть парламента соседней России, из аннексированного Крыма. Господин Козенко, вот он рассказывает не только про прошлое, но и про то, чем занимается сейчас русское единство. А это очень интересно. Давайте послушаем. Вот это самая важная задача пророссийских сил, самая главная задача российских соотечественников, проживающих в Крыму, это объединение с нашей великой родиной Россией. У нас это получилось, слава богу, вместе теперь мы граждане одной великой страны. Это ответ на ваш вопрос. Каковы итоги деятельности организации? Они, безусловно, впечатляющие. Вот эта традиция обращать внимание и укреплять русский язык, русскую культуру, Россию патриотическими акциями. Тех, кто пытается дискредитировать нашу историю, мы должны этому противостоять даже сегодня. Безусловно, мы должны работать, в том числе и по поддержке наших соотечественников, которые проживают за пределами нашей Родины, в частности, на Украине. К сожалению, сегодня дискредитируется русский язык, русская культура, переписывается наша история, и это в том числе то, на что направлены усилия русского единства. Не допустить искажения истории, не допустить унижения наших российских соотечественников. Это Андрей Козенко, депутат Российской Госдумы из аннексированного Крыма. Вы сейчас слышали его слова, сказанные 19 декабря в эфире телеканала «Крым-24». Ну, а с нами на связи Игорь Семиволос, руководитель Украинского центра ближневосточных исследований. Игорь, приветствую вас. Добрый вечер. Игорь, интересует ваша точка зрения. Русское единство уже выполнило свою миссию, вот с той, с которой ее создавалось? Это мертвый проект или нет? Ну, якщо брати, власне, проєкт «Русське єдинство», то його ключове завдання було бути троянським конем в кримській політиці для того, щоб, користуючись можливостями, власне, бути такою силою, що могла очолити, власне, процес анексії Криму і взяти на себе частину відповідальності. Саме цікаве, що цей проєкт, якщо ви пам'ятаєте, він виникає після вже помаранчевої революції і стає таким собі викликом або відповіддю на ті зміни ідентичності, які відбувалися в Криму. І очевидно, що від самого початку цей проєкт планувався і задумувався саме як такий, що буде базою для розгортання потім анексії Криму, політичної і військової анексії Криму в разі виникнення таких можливостей. Игорь, интересует вот ваш ответ на такой вопрос. На ваш взгляд, вот то, что такая была организация создана, и она существовала, а потом ее активисты, ее руководители стали руководители подконтрольными России, там, крымских министерств, ведомств, тот же самый Сергей Аксенов возглавлял подконтрольной России крымское правительство, теперь остается подконтрольным России главой Крыма. На ваш взгляд, вот если противоядие у современной Украины, если подобная схема будет разворачиваться в каком-либо другом регионе? Есть ли альтернатива такому, знаете, объединению вокруг русских организаций, например? Если ты русский, то значит почему-то ты обязательно пророссийский, вот, или там пропутінський. Ну, розумієте, все-таки історія цієї організації розгорталася в конкретний історичний час, коли проросійські погляди і демонстрація симпатії до Росії були легітимними в Україні. Якщо я хочу вам нагадати, існувала ще партія Путіна в Україні, там чи якось там любителів Путіна, чи щось таке. Тобто
Тобто Партия политика Путина, если не ошибаюсь, назвал, да. Ну, але менше з тим, тобто таких проросійських сантиментів було чимало. Власне, сама партія регіонів, особливо кримська частина, мало чим відрізнялася від проросійської, від, скажімо, інших проросійських організацій. Тому на сьогоднішній момент, звісно, існування подібної структури в Україні мало ймовірно, але, звісно, це не виключено, що росіяни будуть намагатися створювати такі можливості або сплячі, напівсплячі проекти. Я хочу нагадати, що те саме Русське Єдинство, воно в значній мірі побудувало свою дискусію або свою політику на протистоянні з кримськими татарами в першу чергу, ніж щось інше. Да? І тобто це був їх ключовий меседж, і це надавало їм певної легітимності в очах частини проросійського електорату. І це була частина, так би, їх стратегії для відриву електорату від домінуючої партії регіонів. Тобто, цілком можливо, що може виникнути проект, який скоріше спрямований на протистояння з тою чи етнічною чи політичною групою всередині України, але з таким російським фльором. Тобто таке ймовірно, але я сподіваюся, що для цього існують відповідні органи, які стежать за... Игорь, и еще один вопрос. Скажите, вот то, что само по себе Русское Единство, оно же существует уже не как партия, а просто как, значит, общественная, межрегиональная общественная организация Русское Единство. Ее учредили и зарегистрировали 21 ноября уже в аннексированном Крыму. Скажите, на ваш взгляд, сама по себе вот эта организация, для чего она нужна на территории Крыма? Но есть же там сейчас вот работает эта партия, там, Единая Россия и так дальше, тем не менее все равно сохраняется эта организация. Есть ли у нее еще какие-то функции? Відверто кажучи, мені важко сказати, на що вони можуть розраховувати в Криму. Хіба що це такий певна внутрішньокримська елітна солідарність, яка здебільшого, власне, якою здебільшого відрізнявся еліта Криму. Вона в будь-яких обставинах демонструвала певну фронту щодо центру. Ну і цілком можливо, що наявність таких внутрішніх консолідованих груп, вони допомагають відстоювати свої позиції перед новим центром. Понятно. Спасибо вам, Игорь Семиволос, руководитель Украинского центра ближневосточных исследований, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и напомню, о чем мы сегодня говорили. 10 лет назад, 19 декабря 2009 года, было создано общественно-политическое движение «Русское Единство», которое потом через год стало партией «Русское Единство». И от этой партии были избраны в Верховную Раду Автономной Республики Крым, в том числе и Сергей Аксенов. Из 100 депутатов эта партия получила всего лишь 3 места, 3 депутатских места. Сергей Аксенов, нынешний подконтрольной России глава Крыма, Сергей Цеков, опять-таки, это теперь этот господин, он является сенатором из аннексированного Крыма в Верхней Палате Российского парламента, и господин Шуваников. Ну, Шуваников сейчас, Сергея Шуваникова, его нет в парламенте, он не прошел вот на этих выборах, которые проводила Россия в аннексированном Крыму в сентябре 2019 года, но, тем не менее, вот тогда он был депутатом. Также среди активистов этой организации были очень много деятелей, которые сейчас занимают те или иные должности в крымском правительстве. В крымском правительстве, понятно, подконтрольном России. В 2010 году никто всерьез не отнесся к этой победе организации, ну, не победе, просто, да, как бы то, что Русское Единство набрало 4% голосов. Как-то сказали, ну, вот видите, как бы нет никакой вообще политической силы за этой партией. А потом последующие события показали, что именно руководитель этой организации был назначен Кремлем руководить оккупированным Крымом. Так что всегда стоит относиться всерьез к любому событию, даже с таким небольшим процентным результатом. Это программа «Крымский вечер», и мы ее продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это программа «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский и Елена Римовская, которая принесла вам и нам новости завтрашнего дня. Елена Римовская, что у нас интересного? Сразу две новости из рубрики «Крым в российских рейтингах». Значит, попал аннексированный Крым в российский национальный рейтинг самых привлекательных перспективных регионов для туристов. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс». Крым занял 5-е место. На 1-м месте Москва, далее Санкт-Петербург, после Московская область, потом Краснодарский край и замыкает 5-ку лидеров Крым. Последние места в российском рейтинге заняли Республика Калмыкия, Ингушетия, Тыва, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Еврейская автономная область. По словам российских экспертов, что неудивительно, да. По словам российских экспертов, при составлении рейтинга учитывался уровень развития гостиничного бизнеса, инфраструктуры, значимость туристической отрасли для экономики, доходность в сфере туризма. Также учитывалось и число поисковых запросов об отдыхе в регионе и в интернете, количество публикаций и сообщений в СМИ. Угу. Ну, в принципе, понятно, да, что Крым обошел Чукотку, Еврейскую автономную область. И Еврейскую автономную область, это Хабаровский край, если мне не изменяет память. Но это очень далеко. Но это не единственный российский рейтинг, я могу куда себе внесли Крым на этой неделе. Да, вы сейчас расскажете, просто я не могу себе представить такого, допустим, россиянин, который сидит и гуглит, как поехать на Чукотку, где провести отпуск там в Ненецком округе, или как, значит, какой отель забронировать, вот мы хотим провести отпуск там в Хабаровском крае. Ну, это экзотика, почему нет? Чукотка, как минимум. В 3-ку лучших недорогих игристых вин в российский рейтинг попало шампанское из Крыма. Российские эксперты составили рейтинг игристых вин в ценовой категории до 1000 рублей за бутылку. Оценили 94 образца игристых вин, проверяя такие показатели качества, как цвет, аромат и вкус. Об этом пишет российское издание «Известия». 72% образцов получили высокие дегустационные оценки. В 3-ку лучших вошли вина из аннексированных Крыма, Севастополя, а также российского Краснодарского края. У меня есть такое предположение, что если бы Россия не оккупировала бы Крым, ей бы не о чем было бы писать в своих рейтингах. Да, это точно. Ни в туристической привлекательности, ни в рейтинге шампанских игристых вин. Но вся надежда была бы на Дагестан, потому что, например, в этом рейтинге открытием года стали образцы из Дагестана, которые заняли высокие позиции. Возглавила рейтинг винный гид полусухое розовое вино Мысхака. Простите, если я неправильно ударение поставила. 83,7 балла из 100, произведенное из винограда Пино Нуар, выращенного в Краснодарском крае. Интересно. Но вообще, на самом деле, вот лучшее, на мой взгляд, вино крымское игристое, вот то, что делалось в Новом Свете, не знаю, сейчас не пробовал его, да, но вот вообще это лучшее, самое лучшее вино, это Брют Новый Свет. А это сухое, абсолютно сухое вино, что для Крыма не очень характерно, потому что Крым всегда славился такими своими сладкими десертными, ликерными вот этими такими винами. Теперь к новогодним новостям. В Судаке елку установят в необычном месте. В каком, простите? Накануне нужно ли Нового просить, года... простите, сейчас, чтобы убрали как бы там кого-то там от своих радиоприемников? Разве что жителей Судака, возможно. Накануне Нового года на полуострове появится необычная новогодняя красавица. Об этом сообщает туристический портал Крыма, это я цитирую. И главной ее особенностью станет локация — дно Черного моря у берегов Судака. А я даже знаю, почему она там появится. У меня есть предположение. Вы помните, мы рассказывали в одной из программ вечерних о том, что налоговики пойдут вот по корпоративам. И, видимо, там кто-то соберется у этой елки на корпоратив на дне Черного моря. И налоговики точно их не найдут. Предновогоднее погружение планируется 20-21 декабря в районе мыса Меганом или же в Новом Свете. Место, как и дата погружения, будут зависеть от погодных условий. Одна из организаторов-участников под именем Екатерина рассказала: в этом году будем погружаться для установки елки в 3-й раз. В этом действии принимает участие, как правило, несколько крымских и один ростовский клуб. Дайверов, наверное, или как? Да, конечно, дайверов. Такие могут присоединиться, также могут
могут присоединиться другие клубы, отдельные дайверы, да, имеющие опыт и навыки зимнего погружения. Туристы, которые еще не умеют это делать, могут с берега наблюдать за этим событием. А как они, значит, там будут свой корпоратив дайверов проводить? А вы еще, наверное, за деньги скажете, вот вам билеты, как бы садитесь, смотрите, как мы это будем делать. Подводной установке елки предшествует подготовка. Это искусственная елка, ее наряжают на берегу, после чего потом спортсмены с этим деревом заходят в воду. Угу. Ну, хорошо. Что у нас еще интересно? Значит, вот смотрите, начались новогодние поздравления в Крыму. Вот уже судебные приставы напомнят жителям аннексированного Крыма о долгах. 20 декабря в соседней России пройдет информационная акция «Узнай о своих долгах» в преддверии новогодних праздников. В рамках акции Управлением Российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму запланировано проведение мероприятий, направленных на побуждение должников по алиментам к погашению задолженности, правовое просвещение граждан и привлечение внимания к общественности к вопросам оплаты долгов вовремя. А керченских должников лишат льгот на коммуналку. С 1 января нового года меры социальной поддержки по оплате жилого помещения коммунальных услуг будут предоставляться при отсутствии задолженности по оплате жилых помещений коммунальных услуг или при заключении и выполнении соглашений по ее погашению. Об этом передает пресс-служба российской администрации Керчи. Во избежание конфликтных ситуаций убедительная просьба со стороны администрации, как цитирует администрацию издания Керчь-ФМ, провести сверку на наличие отсутствия задолженности с ресурсоснабжающими организациями, оказывающими соответствующие услуги по адресу предоставления льгот. Очень интересно. Вообще, поздравление за поздравлением. Вот еще хорошие новости. Местный житель обокрал туриста в Ялте и снял с его карты 150 тысяч российских рублей. Приехавший на отдых в Ялту мужчина обратился... Зима, человек едет на отдых в Ялту. Ничего, ладно, хорошо. Мужчина обратился в полицию, сообщил, что пока он обедал в кафе, у него похитили бумагу. Я подумал, он вначале хотел пожаловаться, что дорого слишком, в кафе, поэтому у него денег много забрали. Нет, у него, оказывается, похитили бумажник, в котором находилась банковская карта и деньги. На место происшествия выехал наряд полиции. Оказалось, что у него похитил имущество один из посетителей заведения, 18-летний местный житель. И он даже успел снять с похищенной банковской карты денежные средства в размере около 150 тысяч рублей, которые сразу потратил на собственные нужды. Вот так вот. Что, Елена Римовская? Вот такой был этот день. На самом деле очень интересный информационный день. Впереди вас ждет суббота и воскресенье. В субботу, кстати, слушайте итоговую программу «Крым за неделю», а еще программу «Крымский пармезан». Там будет про Джеки Чана. И не только. И мы с вами обязательно встретимся в понедельник. Это будет уже, похоже, последняя рабочая неделя до 2019 года. Всем доброго.